Бояться стоит других соседей. Конечно, китайский фактор необходимо учитывать, но у нас почему-то традиционно очень сильно разжигаются антикитайские настроения. Казахстану стоит ожидать нашествия узбекских и киргизских неквалифицированных мигрантов и опасаться дальнейшей утечки умов из Казахстана. В настоящий момент больше всего беспокоит нелегальная миграция из Узбекистана. Сегодня в некоторых районах Южно-Казахстанской области большинство населения составляют этнические узбеки. А стало быть, государству нужно относиться внимательнее к проблеме миграции оттуда. И когда правительством проводится политика по переселению граждан Казахстана с юга на север страны, нужно понимать, что их место начинают занимать этнические узбеки, приезжающие из Узбекистана. Острым вопросом сегодня также является усиление миграции из Кыргызстана. Я думаю, на местах правительству нужно проводить более жесткую политику по анализу ситуации по привлечению граждан из сопредельных областей, а не переживать по поводу китайцев. Китайцы не женятся на казашках. По данным министра информации и коммуникаций, за граждан Китая вышли замуж 253 гражданки Казахстана. Но разобравшись, мы видим, что 190 казахстанских девушек вышли замуж за этнических казахов, являющихся гражданами Китая. А с этническими китайцами брак заключили только 34 девушки. Для большинства этнических китайцев в силу многовековой традиции и менталитета вовсе не принято сочетаться узами брака с представителями других национальностей. Беспокоиться надо о другом, так что необходимо успокоить казахстанских национал-популистов, уверенных в том, что приедут китайцы, переженятся на казахстанских девушках и генетический код испортится. Не стоит раздувать страхи. У нас некоторые чиновники считают, что Казахстан это пуп земли, китайцы же нацелены на страны с более развитой экономикой. В Казахстан следует как можно меньше привлекать иностранцев, а стараться удерживать собственные рабочие кадры. А то сегодня как-то нелогично получается. От нас уезжает рабочая сила, а мы потом ищем по всему миру, кого привлечь. Плачевный опыт привлечения иностранных так называемых специалистов на нефти и газодобывающие предприятия показывает, что казахстанская женщина на стройке мешает бетон лучше, чем 3 индуса, которые получают в 5 больше нее, потому что на бумаге были проведены какими-то специалистами. Сегодня в Казахстане складывается ситуация, что рабочая сила из страны вытекает, а ее заменяют неквалифицированные кадры. Когда президент ставит задачу по модернизации экономики, это подразумевает создание производств, для которых у нас нет специалистов. И зачем их привлекать извне, если мы их выдавливаем отсюда? У нас отсюда вытекают мозги, а притекают рабочие руки, для построения новой экономики это не подходит. Нам нужно сделать все, чтобы умы из страны не вытекали. А для этого нужно создавать комфортные экономические условия для людей.